Здравствуйте, вы смотрите «Вести Чеченская Республика», в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Под личным контролем. Хозбиги района Лишеля освободили разные условия детские сад школы, Моссамадо, Шехель-Маезердон. Глава региона Рамзан Кадыров провел инспекцию строящихся объектов. Надежный транспорт. قكلينش مسارة تكون بركلش أول ديلريز خيل شنولي شو ماشينش أنا خذ يزد ليلو إيش ماشينش. Грузинское такси гарантирует своим клиентам качественное обслуживание и стопроцентную безопасность. Путь мяча. Громадный просто успех, который может ждать чеченский народ именно вот в этом виде спорта. Навыками боевого искусства кендо может овладеть любой желающий, где и когда узнавал наш корреспондент. Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента Чеченской Республики и соратниками совершил утренний намаз в мечети имени дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует Хамзата. Фаджр намаз является для верующего лучшим началом дня, ведь тот, кто его совершает, находится под защитой Всевышнего. Верующие совершили дуа, прося Аллаха о милости, крепости веры и благополучия для мусульман, а также скорейшего возвращения чеченских бойцов с территории проведения СВО с победой. Для руководителя региона прогулка по улицам столицы – это не просто развлечение, а целая инспекция. Затем, чтобы все планы по строительству и благоустройству города претворить в жизнь, Рамзан Кадыров лично берет под контроль все работы. О том, каким объектам он уделил внимание на этот раз, расскажет Турпалали Тайсумов. Будущий правительственный комплекс с целым жилым микрорайоном – это еще один масштабный проект, утвержденный и лично контролируемый главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе инспекции на объект мэр Грозного Хасмыкамед Кадыров рассказал о том, как будет выглядеть комплекс-квартет на 4 дома, включающих более 700 квартир. 736 квартир, дом до 25 этажей. 25 этажей уж дом до 736. Kaç adam oluyor? Her adam do. İnsan işte площадка var уже kitchen. İnsan Yok ne iş kvartir? 50% уже дают. Bir bu kapsül заложить. Bir ta 50% квартир уже реализовать. Bu kvartir. Kanina tiyşalar do. Sana buh mendez guş bat bu kana buha bat. Он история дикдаяна وأنا kapsül заложить inde. بس حس تانگ منوت كير أرك دوم دافوي سو عيون كورتير شو حاجة الجنا تا كورتيتو شكل اشتايو اللي نجمة ير إذا ما ير اشتاجو إنتريس نبا هو نيزي بوه بيتنا بات أركم ويدالا دل أتكريتي ما ينوجه نورو نوجه تنسي اشتاقوا يتنو Kvat lačom, ne znam šta kvart lačom, ne znam. Do свободный лач до процентов 30 до свободный лач Исен 30%, а это объект, а это латин шло, и Исен 30% основной частный объект. Я думаю, что все так и делают, что dayak Odja šćaktan, da vam hada. Hozbigi rayona Lишеля освободили разные условия детские сад школы, Моссамадо, Шехель-Маезердон, гостиниц. Я массу магдих, hada в центре Айвара. В комплекс входят многоквартирные дома от 12 до 25 этажей, административные помещения, школы и сады. Общая площадь территории 10 гектаров, а спальный район займет 120. На территории предусмотрено здание правительства. Оно будет в национальном стиле. Градоначальник показал руководителю региона внешний облик будущих строений. Рамзан Кадыров предложил сделать их схожими между собой для большей эстетики. Всего в новом жилом районе разместится несколько десятков тысяч людей. Это имеет большое значение для региона, являющимся лидером демографического роста по стране. Примерно 44 первый, первая улица от 7-6 до 10 этажей домашнюю, вторую линия высокий домашний. Примерно домашний суд, шерсан дом, шерсан наград разницов. Интересно, да, что выбрать, примерно на Боску,
نخيلهم شرش بولة ديتايل وما أول صور زي لما في قصدك اشتماش كي يقابل شنجان بغي كما تشميت ويكنش يمدت وشي من هذا درجة تتشنس примерно تشت улица Ребровская Дамаш. Первый ряд отдешь. Хаздат, медленно складываю там. Ты знаешь, да работает на визе. Да, спор был, ну. Сатирий дождь, что это? Значит, сатирий дождь, там аж первый ряд. Хотя бы определенный метр. حالك ساتيري معناته انسامبل ثاني وخشلك بايع كاتو مريوق ايرن ديا وسر هاي دي سيش حلقة كمس كده وانا مش حيزنا يجوا إيه هذا شيء هو ياس إني عايش دي سكتش مش حاجة زاري ده قد يستوى وكشوا شكوى مش قد يش اشتي يش ده هو قاعد حلقة ده هو على ده حلقة يش Hans ho har bilden bol ulic bac, od ja guš bac, na samom delu hak centralni boca kitarastipen ulica ma boje, hans kada ro amo boje paralelno Så det är interesting ulica Ärjolstan, Kamelski mjäst, så Ärjolstan. Co to je ro? Ärjolstan, что это? Это условия. И разумно, да. Да работаешь они. Окаха 118 дом херду, с 16 более, квартир херду. население 60-70 тысяч населения хиро шукаркел микрорайон юэр центре а Испания канайолина юэр. После глава субъекта проехал по улицам столицы, причем давая пример другим, соблюдая все правила дорожного движения. Одновременно были озвучены планы и по другим строительствам. Dom haldot bilo projekt еще. Ну, выбрать я самое более важное тебя. Самое интересное, что не тебя лис академии, ну, хилл неткатер, знание, ничто тяжелее, что вообще жимал урез. تدل ووك دومي ويد داكو لنا تا سيان متياسي سرتن انزر مودنا جيم تيا متبرت يا اوزا جيم دو قودش اعمال رتن بيرو تاج كوميرس اسم باي كو تاج حالا يروش دوم شات يا دوش اندو ميچت يولچر هداش چنا цадом бурду тун тия хара бурдук ваш проспект ой продолжение ёлчена ха планировать на Хук улица на тоже это реконструируешь примерно и старая улица шехлит ансамбль адитир кой и ваш келна крилч хардук отличается от этого окадол и одна типа что дома штат может говорить сюда шукор это клинкер или это интересный фасад ше гарантируешь придумать дела цаяин тоже это на плане общего шеф халқи леркатым поручение. Архазю цум аетан правой дочь нажим отличаться дочь. Adam du hade. Adam. Här då stannar. слева дом главный шеф это عائلتك دون دماش ادنا تفنا خلجم изменения ел تن لقط عدو بورق يقول انت شو سوي سنخل يوشون يسمع فيديو ده بيت نيركسون لقطة صح توش سندويز ويشيني دي مسو اغوري يسترنا نوا سوري من دماش تفت شو ما يتروي تاع اور دماش تفت شو يتروي هو يشم إنسبكسية كنا وكا كتلوان بني ترى وار حال تدور دوم هديش بوشالين بلا المال نتيتان ويزرز البيت ويزاد بتا شيء تجوا توصل نقاد ديك تاج ده تروح يوتو هذا دي ديك سامي ريكورد وقتنا زورا بسدين دولي شي دوم دري اتوا بتا koji też da już stančera haldiš. Pok spravo islamski
universitetu a ale lūdzam fasēt polnu ključunu почти было очень стекло дело теча до право чёрный дальше зеленый стекло уже гордон дует и дальше максимум месяц бэрбук полностью. Каждое новое строительство Рамзан Кадыров утверждает и контролирует лично, а это гарантия успеха со сроками и качеством. Турпал Алита Исумов и Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Состоялась очередная отправка добровольцев из аэропорта Грозного. Кто приехал проводить защитников Родины и об их настрое расскажет Амина Тупелагова. Уже такие родные добровольцы прибыли в аэропорт Грозный-Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь начнется самая важная часть их противостояния с фашизмом, к которому они готовы на все 100. Бойцы прошли ускоренный курс подготовки в Российском университете спецназа. Проводить бойцов прибыли и высокопоставленные чиновники региона. С напутственными словами к ним обратился заместитель министра внутренних дел региона Аслан Ирисханов. Главное, чтобы вы друг друга оберегали, слушались командиров. Мы с братьями желаем вам удачи. Примечательно, что большинство из них отправляются в зону проведения специальной военной операции не в первый раз. В их числе и командир одного из отрядов спецназа Ахмат Алексей Пряжников, известный под позывным «Малой». На вопрос, в который раз отправляется, он даже немного растерялся. Я со счета сбился, не могу точно вам ответить. Возвращаюсь после ранения, восстановился, еду к своим ребятам. В душе у меня все спокойно, я выполняю свой долг, я защищаю свою родину. Магнитом для бойцов является и атмосфера настоящего патриотизма, которая царит в Чеченской Республике. Поэтому первый, второй и последующие разы они предпочитают уезжать именно отсюда. Тем более, как делятся военные, командиры Ахмата также к этому располагают. У меня все разы были чеченские командиры, и мы поддерживаем до сих пор отношения. Я бы хотел даже попасть еще раз к ним. И у нас дружеские, братские отношения. Плечом к плечу выполняем задачи. Советник, помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Хамзат Кадыров лично следил за подготовкой группы добровольцев и дал высокую оценку их боевым навыкам. Я доволен. Почему? Потому что я каждый день посещаю это место и вижу, как они готовятся. И мне кажется, что на самом деле, если эти ребята уже прибудут туда, что именно этих бандеровцев, укропов будет ржать ноги. Любая задача, поставленная главой Чеченской Республики Героя России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, будет исполнена 100%. Стоит отметить и тот факт, что с самого первого дня начала подготовки бойцов республики региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова им оказывается всесторонняя поддержка от экипировки до продуктов питания. Аэропорт Грозный-Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова является точкой, откуда настоящие патриоты различных национальностей и конфессий отправляются в зону проведения специальной военной операции. Уже к вечеру Ил-76 доставит их в распоряжение легендарного подразделения «Ахмат». Амина Тупелагова, Сайт-Али Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Чистый салон, вежливый водитель и комфортная поездка – это то, что гарантирует своим клиентам грозненское такси вот уже на протяжении 8 лет. О том, как удается поддерживать такой уровень сервиса, расскажет Рамзан Абоев. Грозненское такси. Здравствуйте. Адрес. Вежливый водитель, чистый салон, приятная музыка на ваш вкус – все это гарантирует грозненское такси. Диспетчеры принимают заявки в 3 смены круглосуточно. Обрабатывается порядка 2500 заявок. Заказать автомобиль можно в любое время удобным для вас способом – по телефону или через мобильное приложение. Хорошо, ваша заявка принята, ожидайте. Однако, прежде чем водитель автомобиля выйдет к клиенту, он должен пройти медицинский осмотр. Проверяют частоту пульса, измеряют температуру и просят подышать в трубочку, чтобы исключить наличие алкоголя в крови. Это стандартный алгоритм, проводится перед каждым выездом. 120 на 80, давление нормальное у нас. Предрейсовый технический осмотр такси также важен. Чтобы обеспечить максимальную безопасность водителя и клиентов, тщательно осматривают транспортные средства перед допуском к работе. За проверку отвечает механик. Специалист проверяет все системы автомобиля, неисправность которых может стать причиной ДТП. Ежедневно осмотр проводит перед тем, как выпустить машину. Безопасность движения, прежде всего пассажиров. Света, поворотник, огнетушитель, аптечка, путевой лист обязательно с отметками, уровня отметки АШУ, механик, медосмотр.
выполняя функции выполнять школ. Все данные вносятся в путевой лист. Это документ, в котором отражены данные автомобиля и водителя. В нем указывается пробег и, что самое главное, ставятся отметки механика и медика. Закон во главе угла. Грозненское такси – инвестиционный проект, крупнейший на юге России таксомоторный парк. Его реализация позволила трудоустроить порядка 500 человек. Такой цифрой может похвастаться далеко не каждая служба страны. Марки автомобилей подбирались из учета класса. Акцент делался на безопасность и комфортность пребывания пассажира в автомобиле. Грозненское такси функционирует уже 8-й год. Мы являемся лидерами в перевозке пассажиров по Чеченской Республике. Мы обновили мобильное приложение «Грозненское такси» и добавили туда пункт доставка. В ближайшее время мы запустим женское такси, а также уже начинаем программу по привлечению водителей с собственными автомобилями. Также в нашем мобильном приложении будет добавлен пункт автомобилей бизнес-класса и эконом-класса. В данный момент мы располагаем автомобилями комфорт-класса Hyundai Solaris и Kia Rio. Грозненское такси располагает собственным современным сервисом технического обслуживания, просторной парковкой и автомойкой. Компания сделала ставку на современные экологические технологии, а также оснастила каждый автомобиль планшетами и коммуникаторами. Они позволяют отслеживать маршрут, время, стоимость поездки, скорость. Согласно федеральному закону о такси, каждый автомобиль должен иметь цветографическое нанесение и фонарь обязательно оранжевого цвета. Этим и должно отличаться такси от частных машин. Аслан Садаев работает в отрасли 20 лет. С начала открытия грозненского такси был в числе первых, кто пришел работать в новую компанию. Таксопарк ерта, массу водитель, хаз барт болуш утқацу керта. Шавеги, хаз машинш, цена лилю, уязда буш яш, уязд лилш, хаз лилш бу. О, дабиган, клиентш, массара тхун. بركلش أول ديلريز خيلشون أولي شو ماشينش أنا خذ يازد ليلو إيش ماشينش شو خذ ديك بلغلو دو أهل تخون تأيغنا يوهر تكسا بارك وجه هوكو республика. Подработка в качестве такси без лицензии на своей машине многим водителям кажется выгодным вариантом частного бизнеса. Якобы он позволяет не платить налоги, не светиться перед контролирующими органами и не зависеть от работодателей. Однако это запрещено законом. Бомбилы, как их называют в народе, рискуют получить штраф пятизначной цифрой. В республике докторист бухабош, иностранец бухабош. В первую очередь вокзале, аэропорте далючу, мило, вой таксист вода. А вой диана худадишту. Далючу такси машиц, они хлита из вой, надежно хлита из, и водитель хаши стаж ушла без, что эрудированный хаши грамотный устал. Чего шел, что гандел, соло вопрос целуш, соло дел, цик хетрш садишь. Да, водитель должен знать историю своего города, своего края, своей республики. Вот закон обязательно 69-й федеральный закон именно и АДАЦ, но вы менталитет, вы обычаи, вы традиции, что и дошло. Так, а милу, если я человек, даю человеки. Шеца открытие или открытие, и так владе, она подбор еще водитель, милуха, что нарушение, яцаш, наркоман, дальтоник, псих, вен ходишь, мадайте, так далее. Если водитель-частник хочет работать именно как таксист на собственном авто, ему следует выбрать один из вариантов действий. Зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя, а затем оформить разрешение на такси или действовать через владельца таксомоторного парка, заключив с ним договор. уравновешенный, уват сагавен. Тюнгал маши уют сагавен. Та аз маши эхо идион. Хай дуезал хай хусамнан хайиш хай везудри едук любой чухайн. Лаваита хаваита трук контролирует. Цабало инах. Он банаш трук хаттер белш бациш. Эстя трабор бешду. Ахтарлер диана госавтоинспекции Чеченской Республики
активно балбешбу эстиатян и незаконно льешь бештат на административной ответственности привлекать. Уж мелочь ошаш привлекать больше андиан, айла льешь был на дух будет. Делаем эксперимент. Вызываем такси через специальное приложение. Несколько минут спустя подъезжает машина. Назвать это такси невозможно, поскольку нет должного оформления. Современные услуги такси трансформировались, и сегодня все больше пассажиров используют цифровые гаджеты для заказа машины. Стоимость поездки рассчитывается на основании данных GPS. Милана Калашникова, туристка из Краснодара, часто бывает в республике и пользуется всегда грозненским такси. Каждый месяц, когда я приезжаю, я именно пользуюсь этим такси. Хорошее обслуживание, вежливые водители тоже обходительные, всегда подскажут, всегда дружелюбно встречают. Очень советую. За отсутствие опознавательного фонаря в такси инспекторы могут выписать административный штраф пятизначной суммой, не говоря о лицензии. Перевозка пассажиров, безусловно, является довольно прибыльным занятием, но время, когда им можно было заниматься любому автовладельцу бесконтрольно и устанавливая свои правила, прошли давно. Сейчас служба такси находится под контролем государства, которое установило свои правила, необходимых для порядка и безопасности граждан. Рамзан Абуев, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Более 9 тысяч выпускников из Чеченской Республики сдали единый государственный экзамен по русскому языку. За 3 часа 30 минут им предстояло вспомнить и применить все знания, полученные за 11 лет в школе. Какие нововведения ожидали вчерашних школьников, расскажет Мадина Нусалчиева. Вот и наступил самый волнительный момент в жизни каждого ученика – экзамена. Сегодня единый государственный экзамен по русскому языку. В Грозном сдают более 2000 человек. 18-я школа в полной готовности приняла выпускников. Целый год подготовок, походов к репетиторам и штудирования страниц КИМов. Чувства, которые испытывают эти ребята, поймет только тот, кто сам когда-то был на их месте. Если честно, очень волнуюсь. Надеюсь, смогу с этим справиться, написать сочинения, тесты. Весь год работал. Надеюсь, сегодня получится. Единый государственный экзамен – процедура, без сомнения, волнительная. Причем, как показывает практика, родители переживают гораздо больше, чем сами школьники. Однако взрослые понимают, сейчас не время давать волю эмоциям, ведь в этот самый момент их поддержка просто необходима ребенку. По лицу было видно, что он как бы чувствует всю ответственность на себе. Ну, чуть-чуть, да, волнение такое есть, но мы его поддержали всей семьей, сказали напутственные слова. Каждый, и бабушка, и все родители, каждый, принял в этом участие, и сестры. За несколько лет своего существования в едином государственном экзамене поменялось многое. Неизменным остается только запрет на наличие с собой средств связи. И это не только у учащихся. Наблюдающих и организаторов правила также затрагивает. Только черная гелевая ручка, паспорт, вода и медикаменты по необходимости. В течение года мы их готовили к этому событию. У нас реализовался региональный проект «Я сдам ЕГЭ». Кроме того, для высокобальников был муниципальный проект «Клуб высокобальников». То есть мы уверены, что дети готовы сдать и желаем им успехов, удачи. Самое главное, в первую очередь, успокоиться, потому что здесь ничего нового нет. Это такие же диагностики, которые они проходят в течение учебного года у себя в школе. Поэтому в первую очередь психологически нужно подготовиться, успокоиться и спокойно сдать экзамен. Несмотря на жаркую предлетнюю погоду, перед зданием столичной 5-й гимназии терпеливо ожидают окончания экзамена не только родители, но и учителя. Задача педагога перед экзаменом такова, чтобы детей позитивно настроить, дать алгоритм, знаете, решение по тем или иным предметам, как сделать так, чтобы основа была сделана, а потом оставшееся время они могли бы дополнительно посмотреть те или иные задания, которые вызывают у них затруднения. Значит, пошагово было преподавателями дано указание, как приступить к работе, как эмоционально подготовиться. Были проведены психолого-педагогические наблюдения, и дети, которые более-менее не уверены в себе, с ними была проведена определенная беседа. Как настроить себя. И, естественно, большую помощь нам оказывают родители, которые постоянно спрашивают, как провести на хорошем уровне этот экзамен.
Экзамены — это бесспорно важно, однако главное, о чем должны помнить ученики, то, что это всего лишь временный этап в их жизни, который очень быстро пройдет, и повода для страха абсолютно нет. Мадина Цулчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На заседании регионального отделения Культурного фронта обсудили ряд тем, главной из которых стала разработка федерального закона о культуре. В частности, кинематограф должен стать способом формирования правильных морально-нравственных устоев населения. Прибыль не должна являться главным приоритетом, напротив, должно оказываться государственное финансирование кинопроизводства. Эти и другие моменты отметил в своей речи председатель Культурного фронта России Николай Бурляев. Мы сделали акцент на том, что Чеченская Республика, наш культурный фронт здесь должен представить свои соображения, которые мы включим в закон о культуре. Ибо самое главное, чтобы мы построили этот закон, общероссийский закон, на основе того, что близко и для православия, и для ислама. Сотрудники ГТРК «Войнах» в очередной раз одержали победу в турнире по мини-футболу среди представителей СМИ региона. Первенство в «Войнах» стало уже своеобразной традицией ежегодного матча. Подробнее об эмоциях участников расскажет Лейла Муртазова. С самого начала идет зрелищная борьба. Яркие комбинации добавляют больше азарта уже в первом матче против команды телерадиокомпании «Путь» имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Игроки нашего канала в «Войнах» показывают свой профессионализм. Даже жаркая солнечная погода не остановит футболистов от занятий любимой игрой. Команда в «Войнах» показывает, что они не только мастера в журналистике, но и мяча. Красивые атаки, техничные отборы, восхитительные голы. На поле всего этого в избытке. Участники отмечают, что футбол приносит только положительные эмоции. Команда, тренировок шаю, по мере возможности, ханхач тренировок шаю, подготовиться к турнирам. После победы в игре с командой ТРК «Путь» с ошеломляющим счетом 5-2 в нашу пользу в «Войнах» вышел играть с представителями информационного агентства «Чечня сегодня». Мотивацию игрокам дают болельщики, корреспонденты, водители, режиссеры монтажа, операторы. Все собрались, чтобы поддержать своих. Собрать команду профессионалов для опытного капитана не составило никаких проблем. Как отмечает он сам, главное – это сплоченность игроков. Соответственно, в первые два матча 5-2, один матч выиграли, 5-0, второй матч выиграли. И все идет по плану. В награждении отличившихся игроков по позициям в номинации «Лучший защитник» стал телеоператор «Войнаха» Лёма Мандиев. Определились победители и призеры. Третье место занял ЧГТРК «Грозный». Второе – сборная журналистов Дома печати. Чемпион команды ГТРК «Война». Данное мероприятие, естественно, за здоровый образ жизни преследует. Потом привлечение молодежи. Это и призываем всех, и молодых, и пожилых, заниматься спортом. Финал был очень напряженный. Вот, сборная Дома печати тоже очень техничные ребята, хорошо играли. Чемпионом становится команда ГТРК «Войнах». Длинный список достижений телеканала в очередной раз пополнился на еще один кубок. Лейла Муртазова, Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Кендо – боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. Главная его философия – формирование твердого характера и закалка воли и тела. Теперь возможность получить пару уроков по кендо появилась и у жителей региона. Подробности в сюжете Медины Мударовой. Это не просто спорт, это образ жизни. Уже 25 лет вице-президент Общероссийской Федерации кендо в России Виталий Петров его практикует. Признается, что вместе с ним в его жизнь пришел мир и спокойствие. Это не просто физическое развитие, это целая философская система. Самое первое – это желание. Вот. Тот, кто любит меч, тот, кто любит холодное оружие, он, конечно, придет в кендо. Я просто вижу, даже не побоюсь такого слова, громадный
просто успех, который может ждать чеченский народ именно вот в этом виде спорта. Почему? Потому что кендо по своей философии, по методу преподавания, по пути мяча очень созвучно с некоторыми аспектами, которые есть в чеченском народе. Кендо в буквальном переводе с японского языка означает «путь меча». В поединке используется самурайский меч, но в современном кендо предпочитают синай. Это оружие из 4 связанных между собой бамбуковых полос. Был введен вот такой вот меч, где был сделан он из бамбуковых пластин, который, видите, вот так вот скрепляется очень оригинально для того, чтобы не наносить увечий во время поединка. Вот. Также есть и короткий меч, и длинный меч, есть поединки с 2 мечами. Вот. И была разработана экипировка. И в момент, когда наносится удар, происходит, так скажем, какая-то амортизация. Конечно, ты чувствуешь контакт, но такой травмы нету. На открытом уроке для желающих сенсей не только показал основные приемы кендо, но и рассказал о философии боевого искусства. В кендо нет ограничений по возрасту, полу и физическим данным, так как меч уравнивает всех. Это делает его особенным. Этим видом спорта можно начать заниматься в любом возрасте в одной точке мира и через много лет продолжить в другой. А вам будут рады везде. В России этот вид спорта практикуют с 1989 года. В регионе же японское фехтование развивается с 2021 года. Сейчас в группе только 9 человек, но тренер уверен, что красота кендо привлечет больше желающих познать путь меча. Федерация живет, работает, набираем учеников, вы видите. Будем стараться дальше. Почему? Потому что в Грозном открыть есть Урус-Матановский у нас район, Аргун есть, Гудермесский район есть, Шаринский район есть. Будем открывать спортзалы, привлекать студентов для занятий кендо. Как говорит тренер, ребята с самого начала показывают успехи. Открытый урок для них хороший информационный и практический тренинг. На нем они могут узнать что-то новое или закрепить уже имеющиеся знания. Начал сюда ходить месяц назад, я увидел флаер. Я давно хотел начать, но сейчас только увидел. И решил зайти, записаться, и мне понравилось. Уже в сентябре у нас начинаются соревнования, и я хочу очень сильно выиграть, уже готовлюсь. Японское искусство фехтования с каждым годом становится популярнее. Идя по пути меча, вы закалите дух до совершенства, точите технику, а самое главное, получите внутреннее спокойствие. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Председатель Культурного фронта России Николай Бурляев провел творческую встречу в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. В ходе встречи был представлен трейлер нового фильма Михаила Петровича «Боже, чувствую приближение твое». Зрители узнали о жизни и творческих планах автора. Каждый участник смог задать вопросы на интересующие их темы. Также были представлены 3 новые книги: поэма «Иван Вольнов», «Бэмби» и «Тарковский». Они разные по жанрам, но их объединяет одна мысль. У всех этих книг общее то, что они устремлены все к Создателю. Абсолютно все. И Бэмби, как это и не странно, вроде бы речь идет о маленьком олененке, а я в этой книге говорю о самых высоких категориях, о Боге, о том, что Он есть Всевышний, о смерти, о бесстрашии, о бессмертии, о вечности. Я думаю, что это очень полезно говорить детям с самого детства, что Бог есть, Создатель есть, и что Он тебе будет помогать, если ты будешь делать добрые дела. В Грозном продолжаются показы фильмов в рамках кинофестиваля «Золотой Витязь-2023». Судейский состав уже успел оценить представленные работы. 3 из них на конкурс отправила телерадиокомпания «Войнах». Это «Без преград», «Первый шаг» и «Изнанка». Последняя программа Саиды Гакашевой сыскала особенно положительный отклик среди зрителей. Меня интересовала именно наша чеченская девушка Саида Гакашева. Мне очень понравилось, и я возгордилась тем, что она вышла на такой всероссийский уровень, да, кинофестиваля. Она решила нам показать, даже пригласить нас в жизнь актеров, то есть как это происходит именно на кухню, скажем так. Да. Мне понравилась ее грамотная подача, ее вовлеченность в процесс, заинтересованность.
желаю больших успехов в дальнейшем и другим таким же смышленным, талантливым девочкам, парням, в целом молодежи нашей республики. Также в рамках фестиваля свой художественный фильм под названием «Лермонтов» представил президент «Золотого Витязя» Николай Бурляев. Картина охватывает основные этапы жизни классика. В фильме использованы стихи поэта, отрывки из многих его произведений. Стоит отметить, что в культурном событии принимают участие 153 конкурсных, 12 внеконкурсных, игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 20 стран мира. Итоги подведут 31 мая. Соратники Рамзана Кадырова посетили Донецкую Народную Республику. В ходе своей рабочей поездки министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев и другие должностные лица региона встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным и заместителем 2-го армейского корпуса ВС Аптиалудиновым. Вместе они обсудили взаимодействие между подразделениями ДНР и региона, а также договорились о сотрудничестве в других направлениях. Денис Пушилин выразил свою готовность содействовать спецназу «Ахмат» в любых вопросах. Кроме этого, чиновники передали командирам 4 батальонов бронированные машины, квадрокоптеры и антидроновые комплексы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В свою очередь, они поблагодарили главу региона за постоянную поддержку, такую необходимую в зоне СВО. Спасибо большое главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу за поддержку, всестороннюю поддержку. Неоднократно оказывал нам помощь, всяческую помощь. Спасибо большое всему чеченскому народу. Сразу после вестей смотрите новый выпуск авторской передачи «Аньисташ». В гостях у Маки Исаковой литературный критик Зарина Алиева. Разговор пойдет о чеченских традициях, культуре и родном языке, что является неотъемлемой частью нашего народа. Гостья расскажет о том, как нужно прививать любовь к родной речи подрастающему поколению и о важности данной миссии. Беседа обещает быть интересной и познавательной. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».